Добрый вечер. Я приветствую всех зрителей. И сразу хочу отметить тему, на которую я хочу поговорить. Сегодня чеченцы отметили 9 мая. И расскажу, как мы его отмечали. Это было воспоминание о тех днях, трагических днях для нашего народа и также для других народов. В эти дни, я отмечу и подчеркну, в эти дни была окончена Вторая мировая война. Ее называют Великой Отечественной, хотя на самом деле это Вторая мировая война, потому что в этой войне воевала не только Советский Союз, воевали Великобритания, Америка, Канада, также другие страны, Франция, Норвегия, Швеция. Все страны воевали против немецкой Германии. И все страны победили Германию в ту войну. И хочу сказать, что это победа не Советского Союза. Да, погибло много людей во всех странах, в этих, которых я перечислил. Так мы вспоминали. Для нас это вдвойне большая трагедия, потому что в эти дни, когда наши деды воевали в этой войне против немцев, наш народ был выслан с нашей родины, с территории нашей республики в холодную Сибирь, Казахстан, в степи. И, как я сказал, это происходило в то время, когда наши деды отдавали свои жизни на всех фронтах, начиная с Брестской крепости и кончая Берлина, взятие Рейхстага. Я один из потомков, можно сказать, того человека, который брал Берлин, который встречался с американцами на реке Эльба в 1945 году и получил орден Легион чести Америки. Это Мовлади Висаитов. Он является моим дальним родственником. Я хочу еще сказать, что да, мы сегодня поняли, мы узнали правду, что тогда происходило, что нам внушали, какую пропаганду несли нам коммунизм, Советский Союз. Да, я когда-то был пионером и каждое утро гладил свой галстук и шел в школу. И у меня была мечта пойти в советскую армию в то время. У меня отец служил в советской армии и дослужился до генеральской должности, хотя был полковником, но у него было несколько орденов. Но хвала Всевышнему, он, как и многие чеченцы, не проливали кровь мирных граждан. Когда Советский Союз развалился, когда их армия начала убивать якобы своих граждан, это литовцы, азербайджанцы, грузины, ингуши, осетины, тогда мой отец оставил эту армию и вернулся на родину, чтобы защищать свою родину. И сегодня я рад одному, я так коротко про историю рассказал, но я все еще дополню эту историю. Но я рад одному факту, что сегодня России, остатку Советского Союза, сегодня России позволяют проводить парады. И спасибо президенту Украины Зеленскому, что он разрешил Москве провести парад. Именно то, что Россия оказалась в такой сегодня ситуации, что им позволяют проводить эти парады. На самом деле это не парад, а победобесие на самом деле, потому что все туда
приходят там выкрики вот эти мерзкие, мы возьмем Берлин, мы победим, мы вернемся, мы отомстим, все еще на этой волне живут. В Берлине, в Париже, в Амстердаме и в других там городах, в Риме и в Лондоне люди живут спокойно. Они как празднуют этот день? Они празднуют это, понимая, что это были тяжелые дни, это была тяжелая война. И погибло очень много людей, миллионы людей, десятки миллионов людей. И они празднуют эту дату со спокойствием, спокойно. Нету никаких выкриков, нету там ничего, там никакой агрессии, ничего нету. Спокойно празднуют. А нет, в России они вот всегда хотят повоевать, и хотя во всех войнах, в которых участвовала Россия, им давали по голове, по башке, и по затылку, и по другим частям тела. Вот. Что я хотел сказать по истории. Мы, конечно же, читали, мы знаем из фактов, что вот, да, немцы воевали на территории Советского Союза, были ужасные действия и так далее и тому подобное. Но я расскажу, что происходило у нас на чеченской земле, когда они пришли. Они хотели взять Грозный, хотели взять Баку для того, чтобы вот достичь кавказской нефти, захватить эту кавказскую нефть, потому что нефть – это топливо, это все что угодно, и им нужно было это для войны. Вот. И все эти войска, немецкие войска, были направлены на Кавказ, на Северный Кавказ, чтобы нас захватить, оккупировать. Бои шли тогда возле Моздока, прямо в Моздоке шли бои. Потом часть этих войск двинулась на Малгобек. Другая часть зашла на северную территорию нашей республики, Чеченской земли. Это село Ищорское, это село Черленное. И вот они пытались там форсировать реку, нашу большую реку, горную реку Терек. Один раз им это удалось форсировать эту реку. Они перебрались на правый берег, не продержались долго, их оттуда выбили. В общем, они не смогли нас оккупировать. Были выброшены с территории нашей республики, понесли огромные потери, это сотни танков, сотни там самолетов. И когда они не смогли взять нашу территорию, вот тогда они начали бомбить Грозный. Все вот эти нефтескважины, говорят, вся эта нефть лилась по улицам и горела, и мирные жители тушили ее. Вот. Почему я это рассказываю? Это в первую очередь сказать, что чеченцы были высланы не из-за того, что мы, чеченцы, как бы помогали Гитлеру или там фашистам. Нет, такого не было. Мы отстаивали свою землю всегда, веками, от Чингисхана, от Тамерлана, от Гитлера, от Ельцина, Путина, от всех. Это наша земля. Вот. И расскажу сейчас по рассказам наших стариков. Рассказы были очень интересные. Они рассказывали такие вещи. Вот, к примеру, мое село по материнской линии, село Знаменское, находится рядом с рекой Терек, о которой я говорил. И там на окраине были советские позиции. Разные полки, батальоны, были вот окопы, был танковый ров, там были и дзоты, и доты. И
именно туда удалось немцам форсировать реку, перейти как бы на эту сторону, на правую сторону. И вот наши старики рассказывают, что те войска, вот танковые дивизии, которые, артиллерия немцев, которая находилась на левом берегу Терека, они по громкоговорителю предупреждали мирное население, что вот сегодня там 15:00 или 18:00 или 21:00 будет нанесен мощный артиллерийский удар. То есть предупреждали население, мирное население, чтобы те смогли укрыться. И мирное население находило это укрытие, прятались в подвалах, и начиналось там обстрелы, бомбежки вот этих позиций, которые находились за селом. И еще что самое интересное, тоже по рассказам наших стариков, они говорят, что вот бои шли в месяц Рамадан. Это священный месяц Рамадан для нас, мусульман. Вот. И немцы приостанавливали обстрелы вот этих позиций, этих войск, там, этих сел, то есть приостанавливали обстрелы именно в тот момент, когда мы постились. То есть вечером, когда мусульманин молился, когда мог кушать еду. Вот. И что принесла нам российская армия? Вот сейчас я привожу параллели. Да, вот такие грубоватые. Мы знаем, что немцы там убили очень много людей, но я опираюсь на факты. Просто привожу такую параллель с российской армией. Что она творила у нас, на нашей земле. Они бомбили нас все время. Не было ничего там, ни Рамадана, ни ислама, ни христианства, ничего, никакой религии. Была эта жестокость, мерзость и подлость. Они убивали всех. Всех подряд, не только чеченцев. У нас жили и украинцы, у нас жили русские, евреи, армяне, азербайджанцы, ингуши. Конечно же, многонациональная была наша республика. Вот именно они наносили вот эти удары, убивали мирное население, истязали, пугали, в общем, творили такие ужасы, которые не творили немцы не только в Чечне, но и в других государствах. Вот поверьте мне, людей у нас закапывали живем. Вот. Я все это сейчас перечислять не буду. Поэтому и не только поэтому я называю вот это победобесие. Возьмем Берлин. Ничего они не возьмут. 3 дня Киева не могут взять. Сколько лет-то прошло. Там, у нас был один Грачев-Ельцин, который хотели там за сколько-то, дней, там, часов взять Грозный. И сколько лет мы воевали. Это огромное сравнение. Представьте, 140 миллионов в России популяция, населения, а у нас 1 миллион. У нас не было такой армии, у нас было там пару тысяч активных воинов. И то имели опыта, не проходили тренировку. Вот что я хотел рассказать по этому поводу. И еще раз скажу спасибо Зеленскому, что позволил такой огромной стране проводить парады, что, знаете, вот ситуация такая, что какое-то маленькое государство им дает такое разрешение. Такие дела. И что еще тут можно добавить? Чеченцы по-разному праздновали 9 мая. Следим за информацией, радуемся победам Украины. Это одно. Второе. Сегодня, 9 мая 2004 году, был убит главный предатель чеченского народа Ахмад Кадыров.
Вот. Ахмат Кадыров был взорван на стадионе, стадион «Динамо» в Грозном. Был убит своими же русскими. Не чеченцы его убивали, не чеченцы, хотя там кто-то на себя брал ответственность, но на самом-то деле его убили сами русские. Вот. И других тоже эта участь ждет, я уверен. Это проклятие от тех, которые были убиты, чеченцы, которых они истязали в своих тюрьмах, вот эти Кадыровы и всякие вот эта мерзость. Вот что их ждет. Не наша рука, нет, не наша рука. Я-то за то, чтобы такие жили, долго жили, чтобы их можно было потом показывать в клетках, вот так по населенным пунктам развозить, вот там или плюнуть, или там пальцем показать, вот он предатель, вот он это сделал, чтобы потомки помнили, не забывали, что они делали. Такой вот 9 мая у нас праздник. Далее. Ну, я по Кадырову сейчас пройдусь, вернусь к своим баранам. В общем, там говорят, что Кадыров принес мир в Чечню, принес на чеченскую землю мир, построил Чечню, вывел российские войска. Все это чушь. И люди это понимают. Да, раньше верили, какая-то часть населения верила, что война закончилась, как бы не бомбят, нет артобстрелов. А все это было сделано для того, чтобы поставить свою главную марионетку и внушить людям, что вот он, там миротворец Кадыров. И что мы видим сегодня? И что поняли сегодня чеченцы? Мобилизация. Захватывают, забирают нашу молодежь и отправляют туда, куда вообще не нужно отправлять чеченцев. Потому что эта война не наша война. Это не война чеченцев. Мы не должны воевать против украинцев, против других там. Наш исторический враг – это Россия. Это Россия нас всегда насильственно депортировала в Сибирь, в Среднюю Азию. И много раз убивала, много раз нас уничтожала, сжигала наше население, разрушала наше. Вот кто наш исторический враг. И вот что на самом деле готовил Путин для чеченцев. То есть использовать вот эту молодежь, завербовать их, как говорится, использовать в своих грязных политических целях, чтобы устоять у власти, чтобы добиться своих там результатов, вернуть потерянные Советским Союзом территории. Это Украина, это Балтика, это Кавказские государства. Если вы думаете, что Путин остановится на Украине, вы глубоко ошибаетесь. Нет, не остановится. Это политика России, которая велась вот веками. Захват, запугивание, убийство. Они своих даже убивали. Миллионами. Во время Второй мировой войны миллионы русских было убито кремлевским режимом. Вот. И вот, что я хотел сегодня сказать. Ну, в общем, будем ждать хороших новостей из Украины. И дай Аллах, чтобы все это прекратилось.